Здравствуйте. Ой, Эля заурчала. Всем привет, меня зовут Ника, и я просто проснулась сейчас, такая, нужно записать видео. Я хочу поговорить с вами, как мне кажется, об очень важной вещи, и поводов для этого разговора, в принципе, каждый день случается предостаточно, но недавно PewDiePie в своем лайвстриме сказал слово What a fucking nigger. Jeez, oh my god, what the fuck. Sorry, but what the fuck. What a fucking asshole. И Монро Бергдорф, я не уверена, как правильно произносится имя. Короче, это трансгендерная женщина of color, которую уволили из L'Oréal за то, что она на телевидении и онлайн высказалась против расизма и сказала то, что все белые люди расисты, объяснив это, естественно, что это значит. И эти объяснения я приведу в описании видео. Really, in my head, I didn't think that there would be that much of a problem in identifying that racism is coming from white culture, it's coming from white privilege, it's coming from white supremacists. I was saying all white people, I'm talking about the structural racism, I'm talking about systemic racism, I'm talking about how we are conditioned to believe certain things in society. Nobody is born racist. И у меня на Аске очень часто появляются вопросы, типа, мой парень не сексист, но он, там, послал меня на кухню. Какие выводы мне нужно сделать? В ситуации с PewDiePie вроде как консенсус, слава богу, в том, что да, то, что он сделал, было проявлением расизма. Но очень распространенная реакция в интернете была: да, он сказал расистскую вещь, но PewDiePie не расист. Слова — это просто слова. И это происходит по двум причинам. Первое — люди не обладают социологическими знаниями и не знают, что слова одновременно являются воплощением ценностей и представлений в обществе, в том числе расизма, и укрепляют их. И второе — люди знают, что расизм — это плохо, но не понимают, что это такое. И с сексизмом то же самое. Дело в том, что люди знают, что сексизм — это плохо, даже люди, которые придерживаются сексистских взглядов. Никто не хочет, чтобы на него налепили клеймо сексиста, но очень часто на этом все и заканчивается. Люди не хотят разбираться в том, что такое сексизм и какие их действия являются его проявлением. Они вообще не хотят себе ничего менять, они просто хотят жить спокойно свою жизнь, и чтобы никто на них никаких обидных ярлыков не навешивал. Почти никто открыто не идентифицирует себя как сексист или расист и не хочет этого делать. Поэтому очень часто, когда ты кому-то указываешь на сексизм или расизм или там гомофобию, первый ответ — это «Нет, я не гомофоб, я люблю геев». У меня буквально в Берлине на фестивале такое, кстати, было. И иногда еще человек может вас опередить и сказать «я не сексист, но...». Эту конструкцию никогда не используют люди, которые понимают, что такое сексизм. Эта фраза значит только одно: «Я хочу быть сексистом, но я не хочу получить за это по шапке». Так вот, никто открыто о себе не скажет «я сексист» или «я расист». Да, как троллинг, может быть. Или как вот я сейчас буду делать вот в контексте вот такого объяснения. Я сексистка и расистка, как и практически все люди на этой планете, и я каждый день стараюсь вытаскивать из себя эту хуйню и больше узнавать о мире. Абсолютно все люди в той или иной степени носят в себе какие-то дискриминационные взгляды. Потому что на этих идеях основано наше общество, и мы все растем и социализируемся в этом обществе, и усваиваем все эти штуки, а потом воспроизводим и иногда, ура, критикуем. Дальше. Сексизм, расизм и гомофобия и прочие штуки — это не только супер четкие дискриминационные высказывания и какие-то супер-мега крайние проявления. Это система дискриминаций, которые пронизывают все общественные институты. Это значит, что они проявляются во всем, что мы делаем. В крупных штуках, как законы, в маленьких штуках, как шутки. Сексизм и другие формы дискриминации, они везде. В рекламе, в книжках, в фильмах, на работе, в больнице, в языке. Большинство людей не зигуют на улицах и не кричат, что женщинам нужно отрезать клитор и там геев нужно вешать. Но при этом большинство людей думают, что женщины и мужчины разные, что женщины лучше справляются с воспитанием детей, потому что у них там есть какой-нибудь материнский инстинкт, что гей может быть и ок, но это отклонение, или там пусть занимаются этим дома, что настоящие мужчины не плачут, что мальчик должен защищать девочку, что-нибудь такое. Или используют слово «пидор» в негативном смысле, там, как оскорбление, хотя, может быть, даже не придерживаются осознанных гомофобных взглядов. Поэтому нет большого смысла в спорах, типа «он сексист».
Нет, он не сексист. Потому что, на самом деле, любой человек может сделать или сказать какую-то сексистскую вещь. И, скорее всего, будет это делать. Я тоже иногда говорю сексистские штуки. Это не клево, и я за этим слежу, и мои друзья там тоже мне помогают, но это нормально. Все могут совершать ошибки, но нужно содержательно обсуждать именно вот эти вещи и эти ошибки, а не наклеивать на всех ярлыки, типа сексист, не сексист. Хотя, мне кажется, здесь можно сделать поправку, что есть люди, которые прям вот постоянно в публичном пространстве только сексистские штуки и говорят, наверное, их можно называть сексистами. Типа там Дудь или Трамп. Но это уж совсем крайне четкие случаи. Я скорее вот о какой-то серой области. Я думаю, что все могут совершать ошибки, и очень важно их содержательно обсуждать и помогать друг другу не усугублять дискриминацию, особенно если ты знаешь, что человек в этом заинтересован. Например, мне оставляли комментарии под видео про панические атаки, типа вот так вот говорить не надо, это иблизм, не говори так. И я приняла к сведению и стараюсь так не говорить. Если вам действительно не плевать на сексизм и на другие дискриминации, то не прячьтесь за воплями «я не сексист» и не занимайте оборонительную позицию. Углубляйте свои знания, следите за собой, прислушивайтесь к тому, что люди вам говорят. И касательно PewDiePie, то, что он сказал, это результат сексизма в обществе в целом, в игровом сообществе и в его голове. Это не особенно много нам говорит о его рациональных, осознанных убеждениях, и об этом больше говорят его другие видео, и, судя по ним, как мне кажется, он довольно левый. Но это говорит нам о том, что расизм жив, и что нам еще с кучей всего нужно бороться, в том числе в своих головах. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Старайтесь быть лопуськами, подписывайтесь на мой канал. Если хотите саппортить меня на Патреоне, как вот эти люди, они перечисляют мне от 10 и больше долларов в месяц на Патреоне. Спасибо большое им. Можете к ним тоже присоединиться, чтобы быть в конце видео, а можете не присоединяться. Кстати, если вы не видели, я сделала Q&A со своим братом. Да, еще одно объявление. Я приеду на Бумфест в Питер и буду там 23 и 24 сентября. Приходите, буду участвовать в ярмарке. Вообще приходите на Бумфест, просто на разные выставки, ходите на мастер-классы, на лекции. Это супер классный фестиваль, я его обожаю. И магазин скоро заработает, нужно немножечко потерпеть. Сейчас мне сначала нужно отправить супер старые заказы, и потом я займусь обновлением вообще всего магазина.